Сегодня я хочу рассказать вам о конструкции «у меня что-то есть» или же «я что-то имею». Например, у меня есть дом, у меня есть семья, у меня есть родители, у меня есть ребенок, у меня есть работа и так далее. В русском языке конструкция «у меня что-то есть» применима и к одушевленным предметам, и к неодушевленным предметам. А в казахском языке к одушевленным предметам мы используем конструкцию «менің бар». А к неодушевленным предметам используем конструкцию «менде бар». Например, у меня есть семья. По-русски у меня есть семья, а по-казахски «менің отбасым бар». Дословно «моя семья есть». У меня есть ребенок. «менің балам бар». У меня есть друзья. «менің достарым бар». Если вы скажете «менде отбасы бар», «менде бала бар», «менде достар бар», то это будет неправильно, потому что в казахском языке к одушевленным предметам мы используем конструкцию «менің бар», а к неодушевленным предметам мы используем конструкцию «менде бар». У меня есть книга «менде кітап бар», у меня есть кошелек «менде әмиян бар», у меня есть деньги «менде ақша бар». И еще важный момент, когда мы хотим показать, что что-то у нас есть и оно является нашим собственным, мы применяем конструкцию «менің бар». Например, это может быть дом, «менің үйім бар», это может быть машина, «менің машинам бар», это может быть дача, «менің саяжайым бар». Несмотря на то, что эти предметы являются неодушевленными, но все равно мы будем применять конструкцию «менің бар». Этим же мы показываем, что оно наше собственное. Не забудьте добавить к существительным окончание после местоимения «менің». Напишите в комментариях 2 предложения на «менің бар» и 2 предложения на «менде бар».